Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумалла дустар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В эфире очередной выпуск программы «Обсудим с Русланом», где мы вместе с вами обсуждаем новости, которые прошли на текущей неделе. Самые интересные, самые горячие новости. Итак, начнем с самых, наверное, таких неприятных новостей, а именно о продолжающихся репрессиях в Республике Башкортостан. На этой неделе Кировский районный суд города Уфы, скажем так, вышел на финальную стадию в процессе над известной активисткой, общественницей, над волонтеркой Уфимского штаба Навального Ольги Комлевой. Какой срок запросил прокурор? 13 лет. 24-го. Оль, мы с тобой. Оля, держись, давай, все, молодец, мы с тобой. Все будет хорошо, не досидите. Ее обвиняют по двум статьям. Первая статья — это участие в экстремистском сообществе, имеется в виду здесь штаб Навального, и распространение фейков про армию из-за политической ненависти. Есть даже такой пункт. Вот. Напомню, что Ольга Комлева действительно известная общественница. Она очень много где принимала участие в акциях протеста и участвовала в акциях протеста штаба Навального, и в экологических акциях протеста участвовала. Она защитница Куштау, она на многих флешмобах, на многих акциях протеста она была, принимала участие. Я ее знаю, я видел ее множество раз. И она же освещала события как журналист Русньюз. Она тоже, да, была журналистом. Это, скажем, одна из последних таких, наверное, одной из последних таких СМИ, Русньюз, которая еще как-то действует в Российской Федерации и освещает те или иные события. Так вот, она освещала события, баймакские события в январе 2024 года. И именно благодаря ей мы можем сейчас в интернете найти видео, двухчасовое видео именно тех событий, которые она снимала в режиме реального времени, да, что там происходило. Вот, и сейчас, как я сказал, суд вышел на финальную стадию, и вот на последнем процессе, который прошел на этой неделе, прокурор запросил ей 13 лет колонии. Почему так много? Ну, потому что вот здесь надо сразу понять, по каким статьям ее судят. То есть фейки об армии, распространение фейков об армии, это вообще такая не тяжелая статья. Она идет до 3 лет максимум, а в основном многие ограничиваются штрафами вот в последнее время. Но штрафы большие, там, по-моему, до 1,5 миллиона. Кстати, да, надо здесь отметить, что вот Ольга Комлева — это вот та общественница, которую просто мучили штрафами различными сотрудники различных силовых структур, там Росгвардия, МВД, они подавали иски против Ольги Комлевой, и, конечно же, суд вставал на их сторону, и этот суд присуждал большие штрафы Ольге Комлевой за то, что она вот там освещала события, то же самое во время протестов штаба Навального, да, вот навальнистов так называемых. И почему-то они прям вот на нее взъелись, и именно вот они именно к ней подавали против нее иски. И эти иски действительно суд присуждал, вот эти штрафы, там миллионные штрафы пытаясь заставить Ольгу Комлеву, вот именно разориться, да, на этих штрафах. Вот так они на нее давили. В итоге она не ломалась, она продолжала быть активной общественницей, и вот все дело закончилось уголовным сроком и тюрьмой. И вот сейчас прокурор ей запросил 13 лет. Так вот, я говорю, что за распространение фейков эта статья, она до 3 лет. Основная здесь, самая тяжелая статья, это, конечно же, участие в экстремистском сообществе, а именно в штабе Навального. Но какой здесь парадокс и в чем несправедливость здесь, вот в чем здесь вообще вот эта вот несправедливость сегодняшней власти по отношению к своим же гражданам? Дело в том, что Ольга Комлева участвовала в штабе Навальном как волонтерка, как активный член этого общества, да,
до того, как штаб Навального был признан экстремистской организацией. То есть она участвовала еще тогда, когда это было не запрещено. Но ее судят, как и судили Лилию Чанышеву, да, которая возглавляла штаб Навального в Уфе, именно судили за Лилию Чанышеву судили как организатора штаба Навального, экстремистского сообщества, а ее сейчас судят как члена этого экстремистского сообщества. Но я напомню, что они занимались этой деятельностью до того, когда она была признана экстремистской. Вот это сообщество было признано экстремистским. То есть у нас же по закону, по Конституции Российской Федерации закон обратной силы не имеет. То есть то, что не было тогда запрещено, тебя невозможно за это судить. Но вот, к сожалению, только не в Российской Федерации, только не в России. И здесь очень важно это заметить тем нашим ребятам, которые когда-то были в организации Башкорт. Многие сейчас, скажем так, расслабились, многие думают, что их это не коснется. Система вот эта, карательная система, она все дальше и дальше будет перемалывать людей. Она должна чем-то кормиться. Те люди, которые там сидят и стряпают уголовные дела, они должны отрабатывать свою зарплату. И они будут штамповать новые и новые уголовные дела против всех, против кого можно. Эту репрессивную машину ее просто так уже не остановить. Это как тот молох, который будет пожирать все дальше и дальше. И те, кто был в организации Башкорт и принимал там активное участие, и сейчас ходят спокойно в Республике Башкортостан, должны задуматься. Потому что уже есть прецедент. Вот прецедент со штабом Навального. Да, людей сажали, сейчас сажают и дают сроки за то, что они участвовали в этой организации, когда она еще не была признана экстремистской. Это очень важно, надо заметить. И есть конкретный пример с организацией Башкорт, уже уголовное дело. Именно Марата Шарафудинова посадили на 9 лет именно за участие, в первую очередь за участие в организации Башкорт. У него это есть в уголовном деле. То есть уже прецедент, на который могут опираться следующие уголовные дела, он уже есть. То есть мы же знаем, что да, уголовная практика, она существует именно по делам, которые уже первые были. Именно по ним уже дают следующие сроки, опираясь вот на первое дело. И это первое дело по организации Башкорт уже было, это Марат Шарафудинов. И дали там такой конский срок, скажем так, да, 9 лет. И здесь вот то же самое Ольгу Комлеву судят именно по этой же самой статье. 13 лет, это чудовищный срок запросили. Ну, дадут, возможно, меньше. Но даже если дадут 8 лет, даже дадут 7 лет, если 6 лет, это все равно много. Хотя я уверен, что столько много не скинет судья. Хочется пожелать Ольге Комлевой, конечно же, там удачи, успехов, как говорится. Но мы понимаем, что в сегодняшнем режиме, в сегодняшней системе вот этой вот России чудовищной, эти слова, наверное, неуместны. Явно я на чудо не надеюсь, как и многие другие. И муж ее вот давал интервью, говорил, что мы не надеемся на чудо, скорее всего, будет обвинительный приговор. Да, я тоже думаю, что, скорее всего, будет обвинительный приговор, ее, скорее всего, посадят. Хочется ей пожелать, конечно же, стойкости, крепкого здоровья, потому что здоровье – это очень важно, то, что нужно, необходимо в местах заключения. Стойкости духа и терпения, потому что я думаю, что недолго осталось. Я уверен, что этот режим уже скоро рухнет, и все политические заключенные, конечно же, выйдут на свободу героями. А Ольга Комлева, конечно же, является героем. Следующая новость, которую я хотел бы с вами обсудить, это, скажем так, демарш, наверное, да, такой выпад, сильный выпад татарстанских депутатов, которые возмутились тем, что Москва продолжает наступление на родные языки. Конкретно, Министерство просвещения Российской Федерации издало указ, который вносит изменения в федеральный государственный образовательный стандарт и в федеральный закон о языках, предлагая понятие «родной язык» заменить на язык народов Российской Федерации. То есть понятие «родной язык» еще больше расплывается.
еще больше расплывается. Плюс они там, этот указ также сокращает часы преподавания с 2 часов родного языка до 1 часа. Я напомню, вот раньше и так у нас с 2018 года, когда Путин сказал о том, что не должен ребенок учить неродной для себя язык, с тех пор родные языки, государственные языки национальных республик перестали быть обязательными предметами. И их сократили максимально, вот 2 часа в неделю оставили. Сейчас оставили 1 час. Вот в эти 2 часа так называемого урока родного языка входили и язык, и культура, ну и немного история, то есть народа. Если, допустим, это в Татарстане, то татарский язык, татарская культура, татарская история. Если это в Башкортостане, то башкирский язык, башкирская культура, башкирская история. Ну и так далее. В других национальных республиках то же самое. А здесь сейчас сократили 1 час. За 1 час в неделю должны пройти и язык, и культуру, и историю. Но это, конечно же, явное издевательство и унижение родных языков. Что можно пройти за 1 час в неделю? Я помню, у нас в школе было 2, а то и 3 часа иностранного языка. Обязательного. Обязательно. Невозможно было отказаться от него. В то время как от родного языка можно отказаться. А здесь обязательный предмет был. И то он был по 2-3 часа в неделю. А здесь 1 час оставляют. Конечно же, все возмутились. И татарстанские депутаты, прям, честь им и хвала, молодцы. Это вот, наверное, последний такой форпост, который у нас вот на государственном уровне защищает наши языки. Они, допустим, указали на то, что на нарушение 68 статьи Конституции Российской Федерации, которая гарантирует всем народам право на сохранение родного языка. Тут явное нарушение, конечно же. И достаточно серьезные люди, официальные такие лица Республики Татарстан выступили в защиту родных языков. Ну, во-первых, пока мы тут ломали копья, этот приказ о переименовании родных языков, языки народов Российской Федерации Министерством просвещения уже подписан. Госпожой Янпольской абсолютно безосновательно обществу навязывается противопоставление русского и других языков. Почему это делаем? Почему это? Это же богатство, когда многонациональная Россия, почти 200 разных наций, это богатство, их надо сохранять. И потом, тем более Янпольская, она же был депутатом от нашей республики, она что, не ездила по деревням, что ли, по нашей, это такое заявлять? Она лично меня, как татарин, обидела, я не знаю, как вы. Біздің бұрынғы бабайлар айтқандар, илі барының тілі бар деп. Илі жоқның тілі жоқ. Мына сіз иктибар етіңіз, ол 2004 жылда башланды, мәктеплерде милли компонентін алып ташлаудан, һәм шуннан соң әкрен алар шушы үзләренең башка телләрне, рус теленнән башка гайры телләрне юкка чыгару сәясәтен системалы рәвештә алып баралар. Никто не мешает в образовательных стандартах оставить термин, ну хорошо, если вы хотите, родные языки народов Российской Федерации. Родной русский язык. Здесь нет никакого противоречия. Но, к сожалению, федеральные структуры пошли дальше. В младших классах решено сократить преподавание родного языка с 2 часов на 1 час. Что мы сможем за 1 час в неделю, какой родной язык преподавать нашим детям? Складываются непонятные тенденции некоторых федеральных органов власти принимать подобные судьбоносные законы, не советуясь с регионами, не обсуждая их с регионами. И мне кажется, это очень опасная тенденция. Мухаммедшин, допустим, Фарид Мухаммедшин, председатель Госсовета Республики Татарстан, заявил, что республика не намерена молчать, будет отстаивать. Ильсур Хадиулин, министр образования Республики Татарстан, заявил, что они направили письмо с просьбой не сокращать часы родного языка. Но, конечно, надо бы письмо направлять не с просьбой, а с требованием в Министерство просвещения. Но хотя бы так. Потому что, конечно же, мы не должны просить. Это наше, то есть, право изучать родные языки. По Конституции Российской Федерации это право наше. Это наши родные языки.
И тут надо не просить, надо требовать, конечно, но хотя бы так, еще раз говорю. Кстати, хотел бы здесь заметить, что инициатором вот этих всех наступлений на языки, родные языки, является так называемая Елена Ямпольская. Это депутат Государственной Думы, а также она советник Владимира Путина, советник президента России Владимира Путина по культуре, да, то есть и искусству. Да, вот так вот называется. Советник президента Российской Федерации по культуре и искусству. Елена Ямпольская. Это тот человек, который заявил о том, что если, как она сказала сейчас, если русский не родной, то и Россия не родина. И тут многие, конечно, возмутились с ней, хотя с ней я здесь полностью согласен. Вот лично для меня русский язык не родной, для моей супруги русский язык не родной, для моей мамы русский язык не родной. Для нас, для многих башкир русский язык не родной, для многих татар, якутов, чеченцев, бурятов и так далее русский язык не родной язык. Ну и, конечно же, в этом случае для нас Россия не родина. Так как она поступает с нами, так как она унижает и убивает наши языки, конечно, она не является для нас родиной. Пусть она будет и родиной для тех, для кого русский язык является родным языком. Тех, кто защищает русский язык, проталкивает его, продавливает. Те, кто нас пытается заставить называться русскими башкирами, русскими татарами, русскими чеченцами, русскими якутами, русскими калмыками и так далее. Пусть для них будет Россия родина. Для нас она уже должна перестать быть родиной. Все должны понять, что для нас это не родина и не мать какая-то родная, а мачеха, самая настоящая мачеха, которая унижает, подавляет нас, пытается нас уничтожить и ассимилировать. Вот это вот очень важно. Ну и вообще вот как бы депутаты такие вот как Камиль Нугаев, Ильшат Аминев, Ринат Валиуллин. Вот хочется отметить, что это был не один, не два каких-то депутата Госсовета Татарстана, а несколько человек выступило. Еще раз говорю, афарин, честь и хвала татарским депутатам. А также, помимо татарских депутатов, якутские общественники вообще самые первые отреагировали на этот указ, на переименование и направили письмо со своим несогласием в Москву. Тоже якутские общественники с Иваном Шамаевым, такой известный у них общественный деятель, я его лично знаю, очень уважаемый, очень авторитетный, очень сильный человек, который давно отстаивает языки, свой якутский язык отстаивает. Молодцы! А что же с нашими башкирами? Что же с нашей башкирской интеллигенцией, с нашими башкирскими чиновниками и депутатами? А ничего, абсолютно ноль. Засунули языки в одно место и молчат. Это вот яркий показатель того, что когда организация Башкорт была, она защищала интересы башкирского языка. Устраивала митинги, устраивала акции, устраивала флешмобы, на которых пели, стихи читали и так далее. Благодаря вот тому шуму, который подняла организация Башкорт, был создан фонд защиты башкирского языка, сохранения и развития башкирского языка. Благодаря вот тому митингу, который организовал в 2017 году организация Башкорт на Дворце спорта. Благодаря этому митингу потом был создан родительский комитет, так называемый, куда вошли многие люди, которые потом активно защищали башкирский язык. А где они сейчас? Почему они молчат сейчас? А потому что их всех рассовали, кому дали место во Всемирном Курултае Башкир, кого еще куда-то засунули, теплые места дали, гранты дали. Все. И нету никакого родительского комитета. Все молчат. Все испуганно затаились. И нету людей, которые могут поднять народ. Нету людей, которые могут громко и открыто заявить о своем несогласии. Которые могут направить письмо туда от башкирской общественности, что мы не согласны с этим переименованием. Что мы не согласны с сокращением часов родного языка. Нету таких общественников. Все. Кончились. Стыдно смотреть на это все. Стыдно, вот реально. А депутаты, так давайте пройдемся по башкирским депутатам, по депутатам Госсобрания Курултай. Вот, например, депутат Госсобрания Курултай Юлдаш Юсупов. Кто он такой?
помимо того, что он является башкирским историком, он еще является председателем Всемирного Курултая Башкир. Организация, которая обязана и должна защищать интересы башкирского народа, в том числе и башкирского языка. Почему он молчит? Почему он ничего не высказывается? Или Гульнур Кульсарина. Тоже давняя такая общественница, давняя, как занимает различные посты там уже много-много лет, еще со времен Рахимова. Кстати, она была председателем Союза башкирской молодежи. Организации, которая захватывала телецентр, которая устраивала голодовки в защиту прав и интересов башкирского народа. Сейчас она возглавляет общество башкирских женщин. Башкирские женщины — это та, кто должна первая давать язык ребенку, которая должна защищать башкирский язык, которая должна с молоком впитывать своему ребенку башкирский язык и любовь к нему. Вот кто такая башкирская женщина. А ее возглавляет манкуртка Гульнур Кульсарина, которая предала все интересы башкирского народа и башкирского языка в том числе. Юнир Кутлугужин, коммунист тот самый. Этот человек выступал на нашем митинге в защиту башкирского языка. Говорил: башкирский язык — это наш язык, мы там за него будем бороться. Почему сейчас не борется? Почему сейчас молчит? Он же чисто разговаривает на башкирском языке. Сав башку сагляща. Нет, все молчат. А Айгиз Баймухаметов, депутат Госсобрания Курултай, председатель Союза писателей Республики Башкортостан. Башкирские писатели, которые туда входят, они же живут за счет языка башкирского. Они зарабатывают за счет башкирского языка. Они вообще существуют за счет башкирского языка, те писатели и поэты, которые там есть. Если не будет башкирского языка, если не будет носителей башкирского языка, то не будет и тех людей, которые будут читать их книги, не будут читать их стихи, их произведения. Кому нахрен нужен будет этот Айгиз Баймухаметов со своими книгами, если его нету, никто не будет читать? Почему он тогда молчит? Это вот в первую очередь, что он должен защищать, это башкирский язык. Вот Айгиз Баймухаметов, этот молодой манкурт. Он в первую очередь, но я никогда не слышал от него, чтобы он защищал башкирский язык. Сколько вот он уже находится на различных должностях, второй срок уже переизбрали его председателем Союза писателей Республики Башкортостан. Ни разу не слышал от него громкое какое-то заявление, открытое заявление какое-то в защиту башкирского языка. Ноль абсолютно. До такой степени приспособленец, до такой степени кутляк. И вот эти все вот эти депутаты, которых я перечислил, а там их еще много всяких. Дофига. Их, конечно же, никто их не избирал. Их просто назначил туда Хабиров, протащил туда, нарисовал им голоса. Но если вас туда хотя бы поставили от Башкортостана, вы должны защищать интересы башкирского народа. Вы же занимаете посты такие, которые должны, посты тех организаций, тех сообществ, которые должны защищать интересы башкирского народа. Почему вы молчите? Что же вы за такие проклятые манкурты, которые просто убивают наш народ сознательно? Депутаты Госдумы наши от Республики Башкортостан, которые, конечно же, когда этот закон будут обсуждать в кулуарах Госдумы, а это скоро будет происходить, конечно же, наши депутаты проголосуют за этот закон, за сокращение часов. Наши башкирские депутаты Эльвира Айткулова, Зариф Байгускаров, Динар Гильмудинов, они же все башкиры, все отлично знают разговаривать на башкирском языке. Это Эльвира Айткулова, я помню ее в 2017 году, как она ходила, собирала народ по приказу Хамитова тогда и убеждала всех, что не надо сопротивляться, не надо бунтовать, не надо протестовать против того, что башкирский язык делают необязательным языком. Все будет хорошо, да нам дадут денег, наш язык еще больше будут учить люди, дети. Да нет уже ничего подобного, все хуже и хуже становится с каждым годом. И вот она сейчас там будет сидеть, она ж хоть слово скажет она против, не скажет она ничего, будет молчать. Я извинюсь лично, публично, если она выступит там в Госдуме в защиту башкирского языка. Но я уверен просто на 99,9%, на 100% я уверен, что этого не произойдет.
что она будет молчать и проголосует так, как нужно, за сокращение часов. И вот эти вот так называемые, вот эти наши чиновники, вот эти наши депутаты, они же, вот еще раз говорю, сознательно убивают свой родной язык, башкирский язык. А потом, когда он пройдет все 3 чтения в Госдуме, он пойдет в Совет Федерации, где сидит еще одна наша башкирка, Гумерова Лилия Салаватовна, в Совете Федерации от Башкортостана сидит, которая, конечно же, подпишет этот закон. Потому что она приросла местом вот к этому в Совете Федерации. Потому что она лучшая подруга Матвиенко считается. И та ее протащила туда. Ее бы, наверное, давно уже Хабиров снял и поставил бы своего кого-нибудь, там какого-нибудь другого манкурта. Но вот Лилия Гумерова там сидит с 2014 года. 11 лет уже сидит в Совете Федерации. И вы хоть слышали хоть раз, чтобы она выступала против каких-либо законопроектов, ущемляющих наши родные языки? Какие-то законы, которые ущемляют права наших народов, наших национальных республик? Нет, абсолютно никогда такого не было. Всегда она там подписывала. Манкурт, чистейшей воды манкурт. Люди, и вот эти вот люди, все вот эти депутаты, все вот эти вот чиновники, которых я перечислил, это те люди, которые в будущем, конечно же, ответят за свои действия, за то, что они сознательно убивали, обманывали и сознательно убивали башкирский язык, башкирскую культуру, права нашей республики Башкортостан. И это будет хорошо, если они закончат как депутаты Верховной Рады Украины в 2014 году, которых просто засовывали вверх головой в мусорные баки. Это будет для них еще это хорошо, если они так отделаются. Но я уверен, что, скорее всего, так не будет. Что вот эти люди, которые уже столько лет пьют кровь башкирского народа, они так не отделаются. Скорее всего, будет намного жестче все. Я уверен, что нужно будет по каждому из них, по их делам, заводить уголовные дела, расследовать и привлекать к суду и сажать. Самый для них ужасный финал будет, это после стольких лет наслаждения жизнью за продажу интереса своего народа, потом оказаться в тюрьме, презираемые всеми людьми, всем своим народом, у которых будет конфисковано все имущество. Вот это будет их финал. Когда их близкие, все родные отвернутся от них, как от манкуртов конченых. А мы сделаем так, чтобы мы расскажем всю правду о них. Целые передачи, как они сейчас посвящают нам, эти передачи. Мы про них снимем все передачи, но только основанные на истинной правде, на истинных делах, которые они творили по отношению к башкирскому народу и по отношению к Республике Башкортостан. Поэтому, заканчивая вот эту тему, хочется сказать честь и хвала татарстанским депутатам, якутским общественникам и позор нашим башкирским манкуртам. И последняя тема, которую сегодня хотел обсудить, это тоже связано с башкирским языком, с башкирским народом. Это скандал, который произошел в Зилаирском районе на ежегодном молодежном образовательном форуме «Асылташ». Буквально вчера я у себя на канале, в телеграм-канале опубликовал пост. Мне прислали в чат-бот видео, фотографии с этого форума «Асылташ». Обычно там всегда раньше собиралась башкирская молодежь на башкирском языке, которая там проводила какие-то мероприятия, познавательные мероприятия, потом веселилась, отдыхала, пела песни. А в этот раз они проводили ее в рамках фестиваля, вот этот вот «За единство», он так и написано, вот это Z-ка, да, «За единство», «За Бердамлек». Ну, Бердамлек тоже единство, вот, на башкирском. И вот они в рамках вот этого форума пытались там максимально облизать задницу Путину, показать, насколько наша башкирская молодежь патриотично настроена по отношению к Путину, к его правлению, к его политике. И потом вот те, кто там был, прислали видео, прислали скриншоты, то есть
и комментариев, которые они там оставляли, возмущенную оттуда молодежь разъехалась с этого форума. А что именно там случилось? Но дело в том, что они, еще раз говорю, максимально старались вот русифицировать там нашу молодежь, максимально старались там объяснить им, что они не башкиры, а манкурты. Ну, допустим, гимн Башкортостана на башкирском языке отказались включать, включали только на русском языке. Все секции, которые там шли, ведущие этих секций, кураторы этих секций, вели их только на русском языке, отказали, им было запрещено на башкирском языке вести эти секции. Когда включили им песню вот эту вот «Я русский» шамана, хотели бы заставить петь нашу башкирскую молодежь эту песню. И честь и хвала нашей башкирской молодежи, есть видео, где они стоят вот так вот, показывая все свое презрение к этой песне. А другой там парень вообще сказал, я, говорит, возмущается, что я, говорит, что я русский, что ли, говорит, чтобы петь эту песню. Я, говорит, что русский, он на башкирском говорит это. Я, мин русский могу. Мин русский могу. Конечно, все это возмутило их. Запретили петь песни, такие как знаменитые наши башкирские песни, такие как «Мин Башкорт», «Хаума Башкорт». Запретили эти песни петь. Они сейчас уже, вот видите, запрещенные в Башкортостане, эти песни. И запрещают их вот эти вот кураторы, организаторы этого форума. Но честь и хвала нашей башкирской молодежи, когда они отказались петь песню «Я русский», когда они вечером потом возле костра продолжили все равно петь на башкирском языке, читать стихи. Есть видео, где они читают стихотворение «Тугантель» Рами Гарипова. Bundan başka benim korkum yok. Yürekler halkı bulmağandır. Keşke bulurmalı, hakkı yok. Туда на форум пригласили Тимура Валитова, вот этого конченного пропагандона, который там пытался рассказывать о любви к России, о любви к Путину, о том, какая организация Башкорт плохая, деструктивные всякие организации называл, да, то есть, пытаясь нас как бы обвинить там во всем, нашу организацию. Понятно, что такие люди, они вызывают только негатив. Они что думают, что башкиры прям любят вот этого Тимура Валитова? Они же прекрасно понимают, кто он есть. Они прекрасно отличают черное от белое. Они прекрасно знают, что баймакские события, это была, во-первых, подстава со стороны Хабирова. Во-вторых, это были самые настоящие репрессии. Людей ни за что там избивали, сажали, и сейчас дают им сроки. И убивали еще ни за что. А Тимур Валитов это все защищает. Кстати, организаторы этого форума, надо назвать имена организаторов этого форума, вот в этом году, Асалташ. Это, конечно же, Азат Бадранов, который курирует внутреннюю политику Республики Башкортостан. Он вот это заставляет такие вещи проводить. Это Вита Сабиров, министр молодежной политики. И это председатель Ассоциации молодежного землячества Айбулат Ямилов. Кстати, он прибежал сейчас в мой телеграм, там в сообщение начал там защищать, что нет, такого не было, все было хорошо. Там, мы любим Россию, мы любим Путина, мы усердно жопу лижем Путину. Вот, примерно так можно охарактеризовать его комментарии. Я что предлагаю? Вот эти видео, которые сейчас облетели весь интернет, особенно башкирский сегмент, они ясно показывают, что башкирская молодежь не хочет быть русскими. Они не хотят петь песню «Я русский». Они не хотят
вот, скажем, поддерживать ту политику, которую им пытается навязать Азат Бадранов о любви, о патриотичности к России, к Путину, к той политике, которая сейчас происходит, к той войне, которая сейчас идет. И благодаря которой этой войне сегодня столько много убитых из Республики Башкортостан. Конечно, никто это, нормальные люди это не поддержит. И молодежь это не поддержит. Молодежь тем более не поддержит. Молодежь всегда остро воспринимала такие вещи. Так вот, я предлагаю организаторам и кураторам всех вот подобных мероприятий в следующий раз, чтобы у вас была благостная картинка, чтобы у вас вот так башкиры не стояли и не возмущались. Соберите туда всех вот своих манкуртов, таких там вот как тот же самый Тимур Валитов, как Ренат Культуманов, таких как там Арслан Нигаматьянов, тех 4 бурзянских парней возьмите, которые там с имперским флагом фотографировались. Вот их соберите там вот в общую, да, картину, и они вам сделают картинку. Вот они будут с удовольствием петь. С удовольствием будут петь «Я русский», «Путин наш вождь великий». Если поставите картину Путина, они там поклонятся ему на коленях, там поцелуют, подойдут ему задницу, если надо будет. То есть все это вы на видео снимете, уверенно, что все получится. Вот это мой совет вам. Так сделайте, тогда у вас картинка будет хорошая. А так вы не заставите башкирскую молодежь любить против своей воли того, кто унижает и подавляет башкирский народ. Не будут башкиры любить Путина. Это я вам говорю. Я, который знаю башкирский народ, который столько лет занимается общественной деятельностью и национальной деятельностью. Вы сажаете Фаиля Алсынова, сажаете Рамилю Саитову, Рустама Фаридинова, сажаете многих по баймакскому делу, по событиям, Айрата Дельмухаметова. И думаете, после этого башкиры будут вас любить, что ли, за это? Запрещаете организацию Башкор, запрещаете песни на башкирском языке петь. Вы думаете, после этого башкиры вас будут любить? Ну нет, конечно же, такого не будет. Так что вам как-то придется приспосабливаться, чтобы показать Путину и Кремлю, что у вас здесь башкиры манкуртизировались, ассимилировались, как вы этого хотите. Вы же этого добиваетесь. Вы добиваетесь, чтобы башкиры манкуртизировались и ассимилировались. Вы прям сознательно работаете над этим. Сами являясь башкирами, вы работаете над тем, чтобы убить свой собственный народ. И мы с вас, конечно же, за это спросим. Когда режим Путина рухнет, а он, я вас уверяю, он скоро рухнет. Я просто для меня мне просто интересно будет наблюдать за вами, как вы будете выкручиваться из этой ситуации. Как вы будете перекрашиваться там. Кто-то будет бежать, наверное. Так, очень интересно будет наблюдать, как вы будете выкручиваться из всего этого. Но сейчас вы конкретно себя топите. И мы все это фиксируем, мы все это помним. И, конечно же, мы с вас спросим. На этом все. Вот об этих 3 новостях я хотел рассказать вам в этом выпуске. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, распространяйте среди своих друзей, знакомых, близких. Пишите в комментариях. До свидания.